Базошкина 5, заводе домаш, даешь 3-й подъезд. У подъезде и канализации ехала. Это обращение в сети интернет появилось несколько дней назад. Голос за кадром дает ясно понять, насколько надоела проблема с затопленным подвалом. Проведенная еще в 60-е коммуникация обветшала. Канализационные трубы не выдерживают, прорывы случаются не реже раза в месяц. Выяснилось, предприимчивые люди нашли свой путь освободить канализационные стояки, сломали трубу, что соответственно привело к вытеканию нечистот. Местные власти отреагировали сразу. Уже на следующий день проблема с прорывом была устранена. С помощью специальной техники выкачали содержимое подвала, а трубу отремонтировали. أسبوع حابية سنترال أوكروك حقيقة يمتك حيوقية حسنية هزين قشتي بار يقلع توز عوش حمد داتسي تاك أسرين ديش كحم دسا داتسوس но так как дом старый ей этому дому 40-50 лет хам тяжело школ да действительно может назрел полностью ремонт и езжешь хам уходок здесь но так наш дина сел чуа уж баш вот жильцы паник эй تكون канализация затопить это еще отсюда силами центрального округа устранить дела же я подъезд себе хажу уж бахаш дош наход своих камел диче батгуж медиер. Основная причина, по которой происходит засор канализации в многоквартирном доме – халатность жильцов. Канализационная система устроена таким образом, что стоки сбрасываются по стоякам с каждой квартиры в нижнюю часть. Использование слива как мусоропровода отдельными жильцами приводит к тому, что он засоряется различными тряпками и бытовым мусором. Забивая канализационные трубы посторонними предметами, создается не лучшая для всех жителей подъезда ситуация. Представители местной власти убеждены, если бы в доме функционировало свое товарищество собственников жилья, многих проблем можно было бы избежать. Там и помощь администрации была бы, и сами были бы хозяевами своего дома, потому что все квартиры приватизированы. Или же есть управляющая компания «Энергетик». Хотя бы прийти в эту компанию, составить с ними договора, и дальше уже компания занималась бы и трубами, и канализацией, и светом, и сбором платежей. Но этого пока мы не видим. Да и это только полбеды. Здесь остро стоит вопрос с оплатой коммунальных платежей. Точнее, отсутствие у жильцов желания заплатить за предоставляемые услуги. Долг за неуплату в многоквартирном доме составляет 2 миллиона 800 тысяч рублей. Сотрудники ЖКХ города Назрань вместе с местной администрацией сегодня пытались достучаться до сознания горожан. Правда, дверь контролирующей компании открыли только единицы. Бол худож 20 улица худож так сюда не хаят ما что не хаят так خلاص не хаят лишь мечеть ده حسن الشيخان خنا اصلا مش بيحوا يلا да уже что اتصور مش بيشوا صور خطه да Всего в этих 3 подъездах 48 квартир. Если, как уверяют жильцы, они действительно платят по счетам, то вопрос, почему задолженность такая большая, возникает само собой. Оплачивают редко оплачивают. Факт то, что здесь по ОСКУ опрос 80% опрос все счетчики и долги натуральные большинство. И они оплачивают очень плохо, очень плохо. Сегодня я обошел, и один абонент только мне оплатил. Один абонент. Это никуда не годится. Коммунальные работы в многоквартирном доме будут вести и дальше, чтобы, как в этот раз, местной власти не пришлось подчищать следы небрежности жильцов. Жарадат Хулхоева, Зураб Гайтов, Новости 24.